Всем привет, меня зовут Дамир, мне 23 года, я занимаюсь тендерами и параллельно продажей электроники на Каспий.kz. Можете рассказать про свой бизнес подробнее? Не знаю, можно ли это назвать бизнесом, можно сказать, это как предпринимательская деятельность. Тендера – это госзакупки. Наверное, каждый слышал о государственных закупках, когда разыгрывается какой-либо тендер, какое-то государственное учреждение разыгрывает тендер, и ты можешь поучаствовать как ИП и выиграть этот тендер, и, соответственно, сделать поставку товара. А продажа товаров на Каспий.kz – это условно, можно сказать, онлайн-рынок, где ты можешь продавать тот товар, который ты хочешь реализовать. Как вам пришла идея заниматься компьютерами? Это случилось в период пандемии, когда я понял то, что госучреждения, они закупают компьютеры в большом количестве в связи с переходом на онлайн-обучение. И мне пришла идея, почему бы не поставлять компьютеры для государства. И первый свой тендер я выиграл на поставку наушников. Это были обычные накладные наушники для школы. Далее они выслали мне договор на поставку оргтехники, там моноблоки, компьютеры, ноутбуки. Я сделал поставку и после этого решил то, что действительно здесь есть хорошая прибыль. И после этого я начал заниматься именно в нише компьютеров. Сколько вы заработали за свой первый тендер? Могу сказать, сколько я заработал за первый тендер. За первый тендер я заработал, расскажу в сумме, насколько разыгрывался тендер и какая была прибыль. Первый тендер, это были наушники, как я ранее сказал, на 50 тысяч тенге. Там маржа составляла, чистая прибыль 35 тысяч тенге. После этого мне выслали договор на 10 моноблоков, на 10 компьютеров в сборе, а также 25 ноутбуков. В сумме договор был на 7,5 миллионов тенге. Чистая прибыль была там около 3 миллионов, но из-за того, что были именно проблемы с доставкой с Китая, первый поставщик нас подвел, и мы заработали меньше, чем планировали. Я заработал 1 800 000 тенге. Почему я говорю мы? Потому что первый тендер я закрывал совместно с друзьями, но далее, после первого тендера, я начал работать один. Тендеры – это сложно? Тендеры – это, знаете, такая вещь, это, можно сказать, купля-продажа. Можно сказать, это бизнес с государством, когда вы являетесь поставщиком для своего государства. Объясню на примере. Например, возьмем какую-нибудь школу, это госучреждение. Школа, она закупает весь товар, который есть, то есть все здание, ремонт, закуп канцтоваров, ноутбуков, мебели, все закупается через тендера, то есть через государственные закупки. И каждый ИП, каждый ТОВ в Казахстане, он может быть поставщиком для школы, то есть может участвовать свободно. И сейчас, на данный момент, это абсолютно упростили, сделали просто зеленый свет для всех ребят, которые хотят начать заниматься тендерами. Есть ли у нас казахстанские производители компьютерных комплектующих? К сожалению, в Казахстане нет заводов по изготовлению компьютерных комплектующих. Это достаточно сложный процесс, поэтому все в основном заводы, они сосредоточены в Китае. Но можно сделать собственный бренд, отечественный, но этот товар, он будет изготавливаться в Китае. То есть я могу сделать, например, свой бренд, условно, например, компьютерные комплектующие Аманат, допустим, но вся продукция будет изготавливаться в Китае. Выгоднее собрать компьютер или купить готовый в магазине? Конечно же, собрать самому. Во-первых, вы можете подобрать оптимальный для себя по мощности компьютер, который именно будет полноценно удовлетворять все ваши запросы и не переплачивать. Во-вторых, вы знаете, то, что внутри комплектующие все будут новые, все будут на гарантии, и вы будете знать, то, что действительно, это такой-то, такой-то бренд, условно, это Asus, либо Acer, действительно качественный бренд. Третье, наверное, это польза будет для вас, потому что вы научитесь собирать компьютеры, вы будете знать уже, пойдя в магазин, вы уже будете знать те или иные характеристики товара. Комплектующие будут дорожать в ближайшее время или же стоит подождать спада цен? Если возьмем вообще статистику, цен за последние, условно, 3 года, то цена
за последние 3 года ни раз еще не падала. То есть цена растет, 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 медленно, но верно растет. И если возьмем, например, период пандемии, в тот период компьютерные комплектующие, если брать там отдельные, да, там видеокарты, они поднялись там до 300-400%. Например, если возьмем процессоры, возьмем другие комплектующие, они поднялись в среднем там на 50-60%. Поэтому, ребята, если хотите купить компьютер, покупайте его сегодня. Ваш совет начинающим предпринимателям. Наверное, посоветовал бы пробовать, то есть сделайте какой-нибудь шаг. Ну, например, если вы хотите там заниматься условно там каким-нибудь там обучением, вы, не знаю, какой-то маленький шаг сделайте. То есть вот такой вот шаг сделайте и посмотрите, да, страшно или нет. Если вот этот шаг сделали, есть результат, сделайте вот такой вот шаг чуть-чуть побольше. И вот так шаг за шагом, да, небольшие шаги, они определенный результат дадут вам и определенную мотивацию, да, и зарядят вас дальше более какие-то большие шаги делать. Ну и, соответственно, вы поймете, да, когда, например, есть такая цитата, вот один человек сказал то, что когда человек достигает результат, он смеется над своими страхами, которые он испытывал до того, как он хотел начать это дело. Поэтому пробуйте, и все получится.